Ой, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я по вашей просьбе хочу посмотреть вместе с вами видео, которое у нас вместе с мальчиком из Киргизстана, из Каракола. Мальчик, которому 7 лет, был в гостях у Галкина на передаче «Талантливые детки». Этот мальчик будет путешествовать по сафари, и он подарил Галкину колпак национального костюма. С чего я хочу посмотреть этого ребенка, потому что он настолько необычный, насколько талантливый, как говорят дети индиго, которые посылаются в последнее время очень часто на нашу землю. И такого талантливого мальчика просто, как говорится, грех не посмотреть. И у него такое интересное имя – Албан Али Алим Улу. Вот так. Так что давайте посмотрим. Я думаю, кто не смотрел, очень останется довольным, а кто смотрел, наверное, еще раз посмотрит с удовольствием это видео. Итак, путешествие по сафари вместе с Максимом Галкиным. Курочка делает ко-ко-ко, лягушка делает ква-ква. Ой. Это знают все. А наш герой знает, как делают мегалодон и аксолотль. Большой друг фауны и знаток всех животных на земле. Албан Али Алим Улу. Знаток фауны и всех зверей на земле. Вот такой он. Привет! Привет! На тебе колпак. Подарок принес Галкину. Класс. Ты неправильно одеваешь. Я еще не успел. А как надевать? А, вот так вот, да? Да, Это все правильно надо киргизское, одеть. да? Национальное что-то. Ага. Да, я с понял. Кыргызстана привез. И как надевать? Вот Давай. Давай. О, нормально я сейчас, да? Класс. Я похож на киргиза? Ты же не киргиз, но похож. Но Ну, похож. похож. Молодец. Что я знаю, что как делают аксолотль. Аксолокли. Аксолотль! Господи. Аксолоты, да. Ну, Что подожди, непонятного, да? Подожди, сразу про своих животных. У тебя такое длинное имя. Как тебя называть правильно? Албан Али просто. А что означает Албан Али Али Мулу? Албан Да. означает премьер-министр. О. А Али означает великий. О. Значит, переводится великий премьер-министр. Во. Класс, да? То есть я правильно понимаю, что Дмитрий Медведев, он полный Албан Али, да? Совсем полный. Но он же премьер-министр у нас. А я и в жизни премьер-министр. А он и в жизни. Премьер-министр чего? В классе. Слежу за порядком, провожу уроки вместо учительницы. А Молодец. учительницу ты сверг? Она сама раздосает. А у вас президент есть? Разрешает сама, да? Да. Или у вас парламентская Он республика? не главнее меня, потому что я провожу уроки, а президент нет. А, Мне больше Вот так. работы дают. Вот, президента больше давно уже, да, работы занимаешься именно футболом? у него. А ты думал насчет, может, какого-то преемника найти? Ну да, у нас 10 помощников. Ого. 10! Целых 10. Президента тоже 10. И у него еще 10? А есть просто люди в классе? Да, ученики. Нас в классе 33 человека, считая Артема и меня. А Артем это президент, да? Так я и считаю. Смотри, у тебя 10 помощников, у него 10 помощников, вас двое. 22 человека, это только штат управляющий. Супер. И вы управляете оставшимися 11 людьми.
Во-во. Потому что Несчастный только те 22 человека управляют, ну, которые самые аккуратные, чистые. И вы управляете 11 неаккуратными, грязными, несчастными учениками. А самый из них плохой это... Ну, я забыл его имя, но он хулиганит. Не, вы заметили, какой ребенок дипломатичный? Он забыл его имя, понимаете? Вот здесь все говорит о том, что это ребенок будущий дипломат. Ты вовремя забыл его имя. Да, это очень дальновидно. Чувствуется, что ты политик. Он много хулиганит. А ты не думал набрать еще по 5 помощников, тебе и Артему, да? Итого останется только один хулиган, а вы, 32 человека, будете им управлять. Не сможет. Почему? Они же хулиганы. Из-за этого они будут просто... Слушай, ну серьезная ситуация. Я даже забыл, с каким умением ты к нам пришел. животными. Смотри, как у тебя сразу Животными лицо так вытянулось, прошел. погрустнело. Мы можем дальше про политику. Тебе с людьми интереснее, мне кажется, чем с этими мегалодонами. Хорошо получается, да? Мегалодоны весят 100 тонн. Да ладно. А когда ты вырастешь, кем ты станешь? Я еще не выбрал. То говорил, что хочу стать снегоуборщиком. Что говорил, что хочу стать тем, кто изучает животный мир. Но лучший способ зоолог. Зоолог это те, которые изучают животных, а я как раз поэтому мастер. Он мастер по этому делу. 100%. По зоологу, А у тебя да? есть братья, По сестры? всем зверям, да? Нас всего 7 человек. 7? О, семья 7, надо полагать. 2 сестры, 2 брата, один я, Аташка и мама. И Аташка. А кто ж такой Аташка? Кто? Это вон сидит. Аташка. А вот. Ну, по-кыргызскому Папа. это Атас. Но мне как неудобно твоему отцу говорить Аташка. Как зовут папу? Алим? Алим. Здравствуйте, Алим. Здравствуйте. Он правда рассказывает, что он премьер-министр там в школе? Ну, видимо, раз рассказывает, так и есть. Так и есть, да. То есть вы особенно не проверяете, да? Ну, зачем? У вас большая семья, у вас все дети такие бойкие? Ну, когда маленькие, бойкие, потом немножко успокаивается. Ну что, я предлагаю вместе с тобой сейчас проверить твои знания животного мира и отправиться вместе в сафари. Ты готов? Итак, мы Да. с Албан Али, Алима Мулу отправляемся в Просто Албан. Путешествие, да. отправляемся в увлекательное путешествие по дикому животному миру. Класс. Подходит, ура. Папа такой счастливый. Иметь такого ребенка чудо просто. Это просто чудо маленькое. Посмотри, какое сафари мы тебе подготовили. Давай прям сразу пойдем. Это кто? Фламинго. Угадай, какого они цвета, когда рождаются. Когда рождаются, да. Когда. Зеленые? Цвета хаки? Серые. Серые? Да, потому что потом они много-много съедают морепродуктов и становятся розовыми. Вот, попробуй. Хочешь идти на карнавал, но не хочешь краситься, просто съешь морепродукты. Идешь на карнавал. Наешься креветок и будешь весь розовый. Может, аллергия, может, еще Карнавалами чего-то, мы да. еще можем решить проблему в Москве. У нас косяк с морепродуктами. Не хватает пойдем морепродуктов. Супер, кто? да, классный Ты парень. сам угадай. Ну, как ты думаешь, оранжевая? Ну, вспомни мультик про колобка, который попал ей в рот. Про колобка, который в Лиса? рот попал, да? Нет, Как нет? красный волк. О, Красный волк? В той стране, где они живут, Так. много людей охотится на волков. А красный волк притворяется лисой. А лису там в тех местах нельзя убивать. Из-за этого люди просто подумают, лиса,
не будем убивать. Давай лучше найдем волка. Молодец. Вот рассказчик, да? Класс. Хорошо, я понял. Молодчинка. А это мой любимчик. Он в конце. Я по порядку. От По самого, порядку. который мне не нравится, от того, кто мне лучше всех. Да. Хорошее на потом оставим, да? Это Да, тебе не хорошее нравится. потом. Кто это? Расскажи. Хамелеон. Так, чем он примечателен? Ой. Вот. Он может в любую сторону поворачивать свои глаза. Значит, к нему невозможно подкрасться. Ну, вот так. И он умеет Да. менять цвет. Классно. И не только цвет, но и форму. Вот когда у меня фотосессия, я тоже так все в себя втягиваю, чтобы ничего не выходило. Я так застываю, Ну, Галкин может показать. а потом мне еще в фотошопе цвет кожи меняют и бока вот так вот суживают. Затягивает. Ну, давай дальше пойдем. О, Ой, я это боюсь, это кто? Кто это? анаконда в длину достигает 20 метров. Мать честная, Опа, зачем? опа. Для больших змей зачем нужен яд? И так понятно, большие, значит сильные. Да, большие, значит, Они сильные. съедают целиком. Вот. Целиком. Во-во. Даже ничего не сдуют. Просто оп, Да. и все, даже ничего не сдуют. Мне кажется, у тебя столько знаний, они даже в твоем теле не помещаются, они рвутся Подспирается наружу. уже. Слушай, круто. А это кто? Насать, посмотри на него нос. А ты вообще считаешь, это справедливо вот так вот оскорбить животное таким названием? Но его нос очень сильно помогает. Чем? Вот. Самец вот так привлекает самок своим громким Он, ну, закрой, Уши закрывать надо. Вот так. уши закрой. А, давай, я Да, закрыл. да, да. Во-во. Закрыли все уши быстро. Закройте. Сейчас будет громко. От греха подальше. Это будет сильно громко. Закрыли уши Так, все. давай. Все закрыли. Ты знаешь, ты так мощно крикнул, даже не помогло. А самки, которые очень-очень далеко стояли, говорят, я пойду к нему. И идут, Да, самки сразу за ним вслед бегут. женятся и рожают детей. Вот тебе все. Самцы так привлекают самок. Во. И те идут на спаливание. На спаливание пойду. Да. Они еще очень далеко прыгают. Носачи могут прыгнуть в длину около 5 метров. Смотри, допрыгивать до самки нужны сильные ноги. Кричать нужны хорошие связки. Вот эта бульба у него висит. Чем она ему помогает? Он летит, она мешает, болтается. Вот Галкин Кричит, непонятливый. она звук глушит. Нос-то ему зачем? Но именно благодаря носу они громко кричат. Вот. Понятно, хорошо. Давай дальше Кричат, пойдем. чтобы привлечь самок, что непонятно. А вот это кто? Будет Саламандра, маленький что ли? нос, не будет такого громкого крика. Саламандре срезать лапки, хвост, она восстановит. Но то, что аксолотль может, никогда не восстановит. О, аксолот из оторвет. Аксолотль это кто? Это та же саламандра, но если ей полголовы отрезать, она восстановит. Если все глаза вырвать, восстановит. Если весь мозг Фантазер. вырвать из головы, восстановит. Похоже, Галкин не верит. А за сколько времени аксолотль восстанавливает свои органы? Ну, самое долго это мозг. Он его восстанавливает 7 дней. Некоторые люди за всю жизнь мозг не могут восстановить. Может быть, мы еще тапира не Да. обсудили? Это тапир или броненосец? Расскажи. Броненосец. Броненосец? Самка броненосца имеет уникальную способность задерживать роды до 2 лет. А зачем она задерживает роды до 2 лет? Она шантажирует самца? В экстренных ситуациях. Если самец ушел в армию на 2 года, она В экстренных ситуациях. не только. пущу! Я не знал, правда, это вообще жесть какая-то. И у нее эта броня крепка
как дерево. Ну, у медоеда еще лучше. Давай. У него броня Это кто? класс. Но сначала вон того. Давай, сначала вон того. Это белоплечий орлан. О, Видишь, у него Орлан. белые плечи. Красивый. вижу. Не только белые плечи, у него еще белый зад. Еще и зад белый. У всех Да. орлов такой зад. Да, что непонятно. У всех орлов такой зад белый. Живет в Японии. Да, а я думал в США. В Или в Японии. В Японии. И Японии. он самая тяжелая птица. Из летающих. А Из сколько он летающих, да, тяжелая. 25 килограмм. Это на 5 Ого. больше, чем я. Потому что я 20 вес. На 5 килограмм больше, чем он. Алим, скажите, где кнопка у Албана? Алим. Болтун. А, ты болтун, ты не выключаешься никогда. Хорошо. Да, Алим. Албан, дорогой, давай про двух своих любимых животных. И это, да? Он самый быстрый на земле. Не Усейн Болт, а он самый быстрый. Да, его скорость 325 километров в час. Серьезно? Это, наверное, в свободном падении, когда он пикирует. А когда он ровно, тогда его скорость 180 километров в час. С ума сойти. А как он называется-то? Это кто? Сокол Сапсан. А, я знаю, я на нем в Сокол Петербург Сапсан. ездил. Слушай, а это кто? Твой любимец, кто это? Это самый любимый и самый сильный из всех животных. Он самый сильный на земле. Вот это да. И кто это? Как, в смысле? Медоед. Медоед самый сильный? Медоед. А чего в нем сильного-то? Он, правда, такого размера маленький. Так, и? Весит 10 килограмм. Но одного такого медоеда не могут победить 6 белых львов. Ты мне объясни, чем он силен-то, Надо. медоед? У него такая толстая кожа, не такая, как дерево, крепче. Ее не могут пробить Металл. даже пистолеты. Ты пробовал? Сделай такой пистолет. Давай. Отойди, я могу попасть в тебя. Дышь, 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 дышь! А! Спасите! Помогите! Это гениальное решение для российской армии. Батальон медоедов. Но можно потом, Да. можно еще две вещи рассказать. Еще одно животное, которое тут нет. И еще передать привет моим родственникам. Давай, сначала начнем с животных. Кого тут нет? Креветка-богомол. Ну, ее называют рак-богомол, или креветка-богомол арлекин, или креветка-богомол павлиневая. А Павлиневая, что в ней во. такого необычного? Она бьет силой пистолета 22-го калибра. Пистолетом 22-го калибра. Вот это да. Супер. Скажи, пожалуйста, Креветка. а откуда такое сочетание фауны и баллистики? Что И это? вот, моргни один раз. Моргнуть? Давай. И вот, она за это время, за секунду она сделает 50 ударов. Вот это да. Вот это да. И еще вот, когда креветка-богомол еще не успевает делать удар, она так быстро бьет, что она создает крохотный пузырек пара, которая, когда заливается, делает температуру 8000 с плюсом градусов. Вот Такая это температура да. на поверхности Солнца. Да где же это проверить-то можно? Из-за этого сначала тем, кто вторгался в частную личность креветки богомола, сначала, пока она и не сделала еще удар, нужно выдержать силу температуры Солнца, а потом пистолета 22-го калибра. По-моему, он его ударил в пах. Албан, дорогой. Вторая часть марлезонского балета. Ты хотел передать привет родственникам. Давай. Переходим к другой части. Привет, доктора, и привет, Рустик, привет, Залиный Де, привет, Ирлан Ага, привет, Актан, привет, Айдин, привет, мама. Все.
Маму в конце вспомнил, молодец. И главное, Молодец, да. привет, медоед! Привет, медоеда. Но сегодня медаль получает не медоед, а Албан Али Алим Улу! Медаль в студию! Класс. Классный парень. Просто офигеть. О, Опа. конечно, жарко. Медаль. Вот тебе рюкзак со сладостями, держи. Да, со всякими сладостями рюкзачок получил. Посмотреть вот это. Конечно. Ой, А там же что-то Это тебе интересное. я что тоже ты- тебе забирай. Да, Смотри, это какой хороший игрушечный. бинокль. На, А это похоже это настоящий. по-моему. И вот Ух тебе еще ты. пса. Вот это да! Вот это радости Город сколько! Каракол может гордиться. это да. Албан Али Алим лучше всех. Ой, вот это да! Сколько радости ребенку, да? Дали настоящий бинокль, сладости, а самое главное, он сколько удовольствия принес всем нам, да? Да, я хочу сказать, что такие дети – это подарок для родителей. Родителям, наверное, никогда не скучно с ним. Я когда еще посмотрела немножечко передачу, когда в гости приехали в эту семью, так он рассказывает, там задают вопросы, и мальчик отвечает. Говорят, откуда же ты вот такие опоздания имеешь? А он говорит, а у меня вот есть 2 книги. И вот я их, раньше я читать не умел, я просто по картинкам смотрел, и вот я понимал, что там было написано, а потом уже начал читать, он же в 7 классе, ой, 7 лет ему, извините, в 1 классе, то есть уже может читать. Поэтому, казалось бы, что может быть, что можно взять, да, сейчас книги не все так и сильно смотрят, больше смотрят в интернет, да, но он сказал, что мама мне поверила, а папа не поверил, что я говорю правду, поэтому начал проверять по интернету. И то, что я говорил, он проверял, и в действительности так и было. Поэтому я думаю, что этот ребенок всех нас удивил приятно, и я желаю вам в Кыргызстане иметь побольше таких положительных, таких очень умных деток, чтобы они радовали нас. И всего им вам хорошего. Я думаю, что эта передача принесла удовольствие не только мне, но и вам. Всего доброго, всех вам благ. Кстати, у нас 1 апреля День смеха. Поэтому я поздравляю вас и думаю, что эта передача, надеюсь, выйдет 1 апреля, и она вас немножко развеселит и поднимет настроение. Всего хорошего. До новых встреч.